К другим темам итоги первого тура навигации подвели сегодня на брифинге в Доме правительства. Напомним, что с конца прошлого месяца в Якутии начался северный завоз. О сроках и ходе навигации расскажет Розалия Борисова. С 20 июля морские суда направились в северную часть республики. Всего 146 тысяч тонн груза должно быть доставлено в арктические районы. На сегодняшний день больше 50% всего груза, 83 тысячи тонн, уже направляется в назначенные пункты. Идет накопление у нас социально значимых продовольственных товаров в арктическую и северную группу районов республики. Значит, накопление будет происходить до 20 августа. 20 августа у нас уже первый груз. Это мука и социально значимые продовольственные товары уходят на такие северные реки, как Индигирка, Яна, Колыма. Ну и, значит, низовья реки Лена. Доставка угля в этом году прошла без помех. Все планы в срок были перевыполнены. А вот на территории реки Яна сегодня самая сложная ситуация. Здесь погодные условия и мелководье мешают плановой работе. И до сих пор сейчас там идут такие штормовые, очень сильные явления, которые, значит, помешали, скажем так, чуть позже выйти землесосу. И вот он чуть позже начал разработку, но тем не менее с 20 июля до 15 августа гарантированные габариты 220 сантиметров при ширине 60 сантиметров. Значит, они открыли, это администрация Ленского бассейна, и с 15 августа планируется 3 метра. Тем не менее, некоторая часть топлива была выгружена, и внутренняя перевозка также начала свою работу. С опозданием идет отгрузка топлива в Алекминске. По сообщению Минтранса, сегодня уже есть достаточное накопление груза и осталось дождаться прибытия остальных судов, чтобы полностью осуществить отгрузку. К концу месяца северный завоз планируют полностью закрыть. Розалия Борисова, Иван Семенов, Сергей Васильев, НВК Саха, Якутск.